Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Так, сегодня 4 марта 2024 года, 19 часов 29 минут по Берлину, 20 часов 29 минут по городу Джахару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас вещается на YouTube-канале Реалити и в ТикТок-канале Аслан Арцуев. Так, валейкум Питер Вольф. Друзья, у меня, может быть, снова какие-то проблемы. Если можно, кто-нибудь, хоть какой-нибудь комментарий, точку можете просто привет написать, смайлик отправить. Вы можете написать комментарий или нет? Скажите мне, пожалуйста. Я полагаю, нет, да? Опять в ТикТок мы не можем писать комментарии. Я не знаю, что с этим делать. Все отлично. Супер, спасибо. Супер, это самое важное, потому что моя голова не разбирается в этом ТикТоке. Это, это единственное, в чем она не разбирается. Скромно скажу я. Так, Бостан. Привет, как дела? Супер, хорошо, привет. Как у тебя? Так, супер просто. Отлично. Друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду, друзья. Нам всячески препятствует нашей деятельности. Так, ну это хорошо. Значит, мы делаем все правильно. Было бы печально, было бы просто трагично, если бы нас не блокировали. Значит, мы занимаемся не тем, чем нужно, если бы нас не блокировали. Алейкум зат, машвой. Машмокш, Хамзат, машмокш, да. Можешь вохкит, во. Да, можешь, Валерич, вохкит. А когда будет конец путинскому режиму? Добро с кулаками. Я полагаю, конец путинскому режиму, вы говорите. Я не согласен с тем, что нужно решать вопрос только лишь с путинским режимом. Дело не в путинском режиме. Это не оборот речи, не для красного словца. Дело не в одном Путине. Дело в террористической банде ФСБ. Вот в чем причина. Когда закончится? Я думаю, что фашистская русня перестанет оказывать военное воздействие на своих соседей, на остальной мир, ну, года через 2-3. Алейкум, Дон Кихот, Машволь. А что за флаг сзади? А ты не разбираешься в флагах? Миротворец ли он? Привет вам из Германии. Привет, Алина. Привет, Алина. Мойн. Так что вот такие вот, друзья, дела. Война в любом случае фашистской России проиграна. Однозначно, 100%. Дело в том, сколько людей погибнет. Вот в чем вся загвоздка. А то, что Россия потерпит сокрушительное поражение, в этом уже нет ни малейшего сомнения, даже у самых таких пессимистично настроенных товарищей. Даже русские уже сами говорят, даже коллаборанты об этом говорят. Добрый вечер из Приднестровья. Добрый, витаю вас. Осману, алейкум ассалам, демократ. Так, кто еще? Добро с кулаками. ФСБ надо раз и навсегда уничтожить и, наконец, похоронить Ленина. Ну да, закопать, похоронить слишком громко будет для него.
Так, ассаламу алейкум, Абдулмалик. Машовы. Пока народ терпит, в России изменений не будет. Да, именно так. Именно так. Именно так, да. Все, что происходит, описано в Библии, пророчество невозможно изменить. Ну и что описано Библией? А ну-ка, давайте. У каждого, кому, по-моему, есть трактовка. Главное, захотеть трактовать, и все без проблем. Алейкум Мухаммад, Машуаль. К сожалению, в России мало хороших людей. К сожалению, добро с кулаками, ты прав. Хорошие — это не имперцы, это уже хорошие. Мир дома, Максим, и вашему, спасибо, и вашему. Братья, один вопрос. Почему мусульмане между собой воюют? Почему чеченцы против чеченцев воюют? Один из лучших народов, что я встречал, но не понимаю эту политику клановых войн. Миротворец. Ну, я не знаю, вот сейчас у вас был предыдущий вопрос, комментарий. Сейчас я его найду. Да, это не ты был. Ты спрашивал про флаг. Дело в том, что чеченцы не воюют против чеченцев. Чеченцы воюют за свою свободу против фашистской России. И если кто-то из чеченцев или чеченоговорящих, или россиян, которые притворяются чеченцами, убивает нас, пытает нас в угоду иностранного государства, то он, и если он преследует интересы иностранного государства, он никак не может быть чеченцем. Да, этнически он может быть чеченцем, но он не может быть ни в коем случае за Чечению и за чеченский народ. Он за русский народ, поэтому он русский. Например, возьмем какого-нибудь Пушилина, да, гражданин Украины, может быть, даже этнический украинец. По факту предатель своего народа и государства. Вот поэтому чеченцы не воюют с чеченцами. Чеченцы пережили геноцид и оказались в лапах своих убийц. И весь мир молчал. Весь мир молчал. Понимаете? Ну, неправильно сказать, весь мир молчал. Нет, если весь мир молчал бы, да, нужно, конечно, я иногда могу рубить, но да, нужно рубить правду. Рубить так, чтобы было честно, так сказать. Не молчал мир. Если бы мир молчал бы, то ни одного чеченца и даже тех, кто им служит, Кадыровых, Мудыровых, ни одного в живых русские не оставили бы. Вы можете мне не поверить, сказать, нет, Аслан там какой-то русофоб, он ненавидит русских. Нет, у меня абсолютно нет ненависти ни к русским, ни к кому-либо. Даже к русским у меня после всего, что русские сделали с нами, даже ни на одну секунду не было ненависти. Да, конкретным людям была, а чтобы к нации, к народу, никогда этого не было. Честное слово. Дело в том, что фашистская Россия пытается нас уничтожить всех до единого. В 1944 году большей подлости и коварства, которое сделала фашистская советская русня в 1944 году, представить невозможно. Вас оккупируют, захватывают вашу территорию, убивают вас, убивают всех, кого только можно, берут вас в заложники, в оккупации вы находитесь, в заложниках. Долгое время уничтожают всех, кто может что-то сказать. Народ оказывает сопротивление, его уничтожают. А потом начинается война
Вторая мировая война, вместе Гитлер со Сталиным начинает Вторую мировую войну, то есть две страны, которые тогда ко мне лично и к моему отцу и деду, деду моему тогда, не имеют никакого отношения. Начинают совместно войну против мира, империалистическую войну, в итоге ругаются между собой, не доверяют друг другу и начинают воевать друг с другом. И в этот момент забирают абсолютно пострадавший от этих же русских, от этой же русской империи чеченский народ и отправляют его на войну. Кто-то идет добровольно, кто-то не идет добровольно, это логично. Так было и в русских деревнях, и в чеченских населенных пунктах, везде так было. Не все хотят идти, тем более за Сталина и за советскую власть. В Украине не было никаких терроров и гонений по отношению к украинцам и к русским, но не идут ведь даже украинцы воевать, потому что всегда найдутся, даже если нет гонений, не говоря уже о том, что это вражеская тебе власть, и нельзя идти. Так вот, всех мужчин собрали и отправили на фронт. Тогда разговоров о том, что чеченцы не воюют, не было. Как нет сейчас разговоров, что в Украине не воюют кадыровцы. Понимаете? Это нам сейчас рассказывают. Потом через какое-то время русские опять будут. Потому что русские будут опять рассказывать. Русские опять хотят нас депортировать. Опять хотят нас закончить, истребить полностью. Чеченец враг для России, для имперцев. Понимаете? Потому что это абсолютное зло Россия и абсолютная свобода и добро. И они не могут вместе сосуществовать. Отправив всех на войну в 1944 году, когда война уже шла на территории Европы, в 1944, за год до окончания войны, когда уже ни одного нациста нет не только на территории Кавказа, на территории Северного Советского Союза нет нацистов. На территории Чеченской Республики вообще не было нацистов. Может, там десант сбрасывался, как говорят, там где-то в Владикавказе, где-то в горах, а реально не было. Не могли мы подарить ни белого коня, ни перейти на сторону немцев, их просто физически у нас не было. Тогда и уже к тому времени, их вообще в Советском Союзе не было, когда нас депортировали. Так вот, когда наши мужчины воевали, сражались, гибли массово, и женщин, детей и стариков всех отправили на голодную, холодную смерть. Вот что такая Россия. Вот за кого воюют те, кто сейчас идет воевать в ряды фашистской России. И большей подлости, наверное, человечество не видело. И несмотря на это, некоторые представители чеченцев идут служить этим людям, гибнут, погибают, получают увечья, идут служить. Вот такая вот интересная у нас жизнь. Но их немного, немного. Так, ну давайте, друзья. Я немножко перемотаю комментарий. Салам всем свободным мир. Салам. Салам, салам. Русские старались уничтожить чеченцев еще в 18-19 веках. Конечно. Конечно. Но тогда у них не было тех возможностей в 18-19 веке. И тогда им помогала Турция нас уничтожать. В 18-19 веке Турция была союзником России, османская, халифат. Мы все знаем письмо, которое писал имам Шамиль турецкому султану и просил взять под протекторат Чеченскую республику и вообще Кавказ. Но султан посчитал, что с русским царем он хочет близких отношений. Они договорились вместе, турки с русскими. Чеченцы выдохлись, были уничтожены. Не только чеченский народ пострадал в русско-кавказской вот этой войне большой. А чеченцы, некоторые народы вообще истреблены. Наши братские народы истреблены на Кавказе. Это
черкесские народы, убыхи, шапсуды. Их практически уже не осталось, этих народов, языки, их диалект языка, все уничтожено. То же самое касалось чеченцев. Русские империя всегда пыталась уничтожить чеченцев, максимально ослабить их. И Турция тогда им в 19 веке в этом очень сильно помогла. Турция, как и сейчас, Турция всегда была подла, всегда была по отношению к чеченцам вероломна, как и Россия, как и империя любая, и продолжает свою вот эту политику сегодня. Сегодня представители турецкой агентуры вместе с русской агентурой действуют сообща. Сообща. Мы это видим, мы наблюдаем эти процессы, которые происходят. Они якобы там и с НАТО, и с Европой, и с Западом, там, потом они обижаются, что им там Турции, там, американцы самолеты не дают, там, и третье, десятое. Ну а как дать империи? Только победить русскую империю, потом дать подняться турецкой империи? Ну, наверное, не все этого хотят в этом мире. Поэтому в 18-19 веке русские рассчитывали, после того, как последние 15 тысяч человек, по некоторым данным, чеченцев в начале Большой русско-кавказской войны, которая началась 200 лет, больше 200 лет назад, было около 4 миллионов человек, чеченцев. Только чеченцев. И в таком количестве были потери у чеченцев. Под конец Большой Кавказской войны, через 27 лет после начала этой войны, чеченцев оставалось около 10% от всех, что было. То есть около 400 тысяч оставалось их. Это в основном женщины и дети. Все мужчины убиты, там, третье, десятое. Одна из групп людей, обманутая русскими и турками, не одна там вереница людей шла, они решили переехать в халифат, на мусульманские земли, чтобы не жить под владычеством русского царя, они решили, что им будет в Турции лучше. Ну, как и сейчас. Именно исламом Турция нас обманывает. Турция исламом манипулирует так, как арабы даже не манипулируют исламом. Эрдоган самый большой лицемер и манипулятор исламом и Кораном. И мы это видели прекрасно по моменту сжигания Корана, которое произошло в Швеции, за то, чтобы Турция не пускала Швецию в НАТО. Помните весь этот сыр-бор, который там длинные уши России торчали, конечно же. Но это было выгодно, очень такая выгодная такая позиция была для Турции тогда. Короче, как-то так, друзья, как-то так. Поэтому мы должны знать, что эти 15 около тысяч или семей, или людей отправились в Турцию, турецкий султан. Лично султан обещал, что он предоставит чеченцам земли ближе к Кавказу, на сторону Кавказа от Турции, хорошие земли, переезжайте. Дело в том, что турецкий султан обманул чеченцев, договорившись с русскими. Русским было выгодно разрядить население, оставшееся население, чтобы оно убралось оттуда. И турки, когда к ним пришли чеченцы колоннами, вереницами, там, со своим скрабом, со своими телегами, короче, там вереница, огромная вереница, их встретили на границе турки, турецкая армия. И сказала, что вам не туда, куда вам сказал их султан, а вам в другую сторону, то есть в сторону Сирии. Мы знаем, что этих чеченцев не осталось, как чеченцев их не осталось. Они пытались спастись у своих братьев-мусульман, которые их просто ассимилировали, их не оставили. Плюс их поселили на землю, где постоянно были стычки у Османской империи с курдами. Вот в эту сторону, туда куда-то их, говорят, поселили.
В итоге многие убиты, погибли, а Турция насильно ассимилировала чеченцев, в отличие от Иордании. Иордании чеченцы говорят на чеченском языке, соблюдают все свои законы, остались, то есть, чеченцами. А в Турции вы редко-редко найдете чеченца, который говорит на чеченском, потому что это уже турецкие имена, турецкие люди, служат турецкой империи и так далее, и так далее. Как-то так, Дион. Как-то так. Поэтому тогда им не удалось уничтожить нас, благодаря тому, что многие чеченцы уезжали, и русские рассчитывали, что они и так все ассимилируются и закончатся. Но дело в том, что чеченцы, как и евреи, имеют свойство очень сильно держаться за свою историю, за свои корни. Он может там всю свою жизнь прожить в России, он может всю жизнь прожить где угодно, но он остается чеченцем, как удалось Турции. Говорят, это очень насильно все делалось, ассимиляция. Как удалось Турции, это очень такая сложная задача представить это. Ну, факт то, что там чеченцы, которые туда уехали, они ассимилировались. Более того, на границе им сказали не туда, а вы поедете туда. Там чеченцы оказали сопротивление. Были многие убиты и под конвоем отправлены уже туда, куда им, на землю, где ничего не растет, и они должны быть просто солдатами. Просто должны быть служить империи. Только для этого они им нужны были. Ну, слава Богу, сословие, казачьего сословия, которое Россия так долго пыталась сделать из чеченцев, деля их на разные там тейпы, там национальности, и сейчас она ближе всего к этому подошла, кстати говоря, вот такого казачьего, то есть военного, манкуртского, скажем так, если ты не имеешь своих связей со своей этнической группой, со своими корнями, то ну, ты манкурт. Вот этой группой манкуртской им не удалось сделать туркам. Да, они сделали их турками, обтуречили. И на этом все закончилось. Как-то так, друзья. Так. Турки бросили чеченцев на арабов, которые бунтовали. Вот этого я не слышал, правда. Хусейн Умеев. Цадуйте. Ну, а дийца, язди, стадуйшон. Хусейн. Азгар далла исправитич сунч одик хитардук. Нагана дадоузита сюгаргар далла. Не истадийца. Нет, на тейпы не то, что на тейпы, да, делила Россия. Всегда Россия нас делила. Вот смотрите, вы возьмите книгу Зелимхана Яндарбиева, где он рассказывает о Кутаеве. Вы знаете, закаевский товарищ, его подельник. Руслан Кутаев есть такой. Потом есть еще такой Темишев, по-моему, да, фамилия, если я не ошибаюсь. Здесь в Европе живет. Вот эти два человека, их Яндарбиев называл вождями, тейповыми вождями. И вот эти два человека, здесь они продолжают свою ту пророссийскую деятельность, вот эти два человека собирали людей и говорили: тейп айда дизи, ты должен там свой тейп поддержать, ты должен сохранить культуру, сохранить исторические корни, там, третье, десятое. Все отлично, ведь правильно? Ну, кто скажет против? Тейп у чеченцев, это как фамилия. Это просто вас можно идентифицировать таким образом. И вот для этого, да, мы друг друга поддерживаем по тейпу, если проявляем внимание, потому что у нас десятки тысяч разных тейпов. Например, Нашхо, мой тейп, он тоже разделен на несколько там ответвлений, там тоже большая система, ну, нас десятки, если не больше тысяч наберется. Поэтому вот таким вот образом нас на тейпы делили русские.
и запускали одновременно информацию, причем тогда Кутаев и Темишев, как сейчас, нам не были видны. Понимаете, мы не знали, кто они. Ну, вчера Советский Союз распался, все были вчерашние советские граждане, и непонятно было, кто еще искренне за свою свободу, или он симулирует это все. И вот их называл Яндербиев в своей книге «Тейповые вожди». Тейповые вожди. И одновременно с этим они собирались и собирали тейпы, там организовывались, делили нас, дробили. То есть нас, ну, как бы, первобытно такой общинный строй нам предлагали строить, что вот ты должен быть такого тейпа, и хороший ты или плохой не имеет значения. Все, твой тейп есть такой, значит, этот хороший тейп и так далее. Этого не было никогда среди чеченцев. Чеченцы никогда не ставили свой тейп выше другого тейпа. И невозможно это по менталитету чеченцев так делать. Это просто исключено. У нас нету тейпов, за кого, вот очень хороший показатель, за кого мы выдаем замуж и не выдаем замуж. Если мы выдаем, значит, они не чужие, значит, это свои. А у нас нет тейпов, за которых мы не выдаем. Ну, по крайней мере, мне неизвестно вот этих случаев. Что вот за этот тейп мы, может, личные неприязни какие-то, может, есть у людей, а чтобы в общем этого нет. Поэтому мы не делим друг друга на тейпы, на эти, на третьи, десятые. Как-то так, да. Десят, хочешь, я тебя удивлю. В 1944 году одним из тех, кто назвал депортацию нашего народа геноцидом, был Степан Бандера, которого вы сегодня по указке Русни шельмуете. Отлично просто, Дон Кихот. Баркалхон. Да, сказал так Степан, да, Бандера? Ну, конечно, сказал бы. По-другому он и не мог сказать. Это наш человек был. Антиимпериалист. Как вы относитесь к смерти Алексея Навального? Как он относился к убийству чеченского народа? Скажите мне, к геноциду чеченского народа, как он относился? Именно так же я и отношусь. Что за флаг за спиной? Google, шейх Google тебе в помощь. Так, у нас зашли к нам. Что-то вас сегодня маловато. Тролли, давайте активнее. Да? Чеченцы как народ, как дальше будет существовать? В смысле, как существовать? А ты как, какой народ, представитель какого народа за это интересуешься? Ты фанат осетин? Приветствую из Майкопа. Привет. Привет, Андрей. Так, Асан, как вы считаете, надо ли дать независимость Приднестровской Молдавской Республике? Приднестровской, Леонид, это же, мне кажется, Приднестровская территория, это территория Молдовы. Какой независимости может быть? Может, это называется сепаратизм, отделение чего-то цельного. И какое вообще русским до этого есть дело? Если там есть какие-то русские, дайте им пенсию, социальную помощь, поддержку. И убирайтесь оттуда. Либо забирайте их, если так. А что чужие земли занимать? Чужие земли занимать не надо. Я ингуш, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Бокова. Флаг Ичкерии со звездами? Спрашивает Карина. Флаг
флаг Осетии висит. А желтый и красный это Осетия, да? Наверное. Ассаламу алейкум. Где вы находитесь сейчас, брат? Ва алейкум ассалам. Я в Германии. Хотели ли вы вернуться в Грозный? Леонид, к сожалению, в Грозный я уже не смогу вернуться, но в город Джохар я обязательно вернусь, конечно же. Конечно же, вернусь. А что случилось? А что случилось? Я не знаю, что случилось. Почему не отвечаю у вас? Я читал, в YouTube читал комментарии. Здесь очень много. Так, другое дело. Как относится к ситуации в секторе Газа и вообще ко всей этой ситуации Палестины и Израиля? Я считаю, что это внутреннее дело Израиля, и Израиль сам разберется. Так, вы игнорируете вопрос, из-за что выслали чеченцы и некоторые нации Кавказа. How are you, спрашивает. How are you? Я перед начале как раз стрима затронул эту тему и как раз сказал об этом, что в 1944 году немцы уже находились далеко за фронтом, уже в Европе война шла, на территории Чеченской Республики не было вообще немцев. И русские, как обычно, как они с нами всегда в истории поступили вероломнейшим образом. Там они переплюнули самих себя. Всех мужчин отправили на войну, а женщин, детей отправили умирать в холод и морозы. Вот как-то так, да. А все остальное это российская пропаганда. Хорошая интрига была с флагом Германии, да. Я вообще не подумал, что это осетинский флаг вообще-то. Мне просто удобно, у меня два здесь телефона просто. И если я его поверну сюда, вот, например, в ТикТоке видно и черный цвет видно, а вот в Ютубе ограничено и не очень видно. И поэтому надо, чтобы было видно мою родную Германию, да, тоже, чтобы о том не говорили мне, да. Когда убивают СШАшники германские флаги видео. Когда убивают, не понял. Вы поддерживаете Ахмат. Конечно, видишь, флаги у меня сзади висят. Конечно, поддерживаю, конечно. Гамарджова. Агимарджо, Сергей. Привет. Учитывая, что ты в Германии, флаг Германии на фоне логичен, а американский флаг зачем? Вот чтобы Женек меня спросил. Недавно в Москве, в доме, где живет моя дочка, соседи-чеченцы наняли двоих русских парней класть плитку. Денег не заплатили, избили. Ужас просто. Как относитесь? Отрицательнейшим образом отношусь. А при чем здесь чеченцы? При чем здесь чеченцы? Что если кладут плитку и кидают, то обязательно нужно подчеркнуть, что это чеченцы. Вам не кажется, что ваш фашизм, бытовой русский фашизм, он вот лезет из всех щелей? Вы меня спрашиваете про плиточника, которого кинули. Я это осуждаю, категорически осуждаю. Но возникает вопрос, ваша ублюдочная фашистская банд-армия находится в полном составе на территории Украины и моей Ичкерии. Что вы скажете на это? Осуждаете ли вы такой поворот событий? Как вы смотрите, нужно ли этим чеченцам, которые не заплатили за плитку вот этому работяге, как-то возместить вот эту ситуацию? Вы не считаете, что ваш дом должен собрать все деньги, которые есть в вашем доме, и передать этим двоим чеченцам, чтобы они заплатили плиточнику, а оставшиеся поехали к себе в Ичкерию и построили дом себе 2 на 2? Как вы думаете? Как вам такая идея? Ассаламу алейкум вараматуллахи ва баракатуху. Нохчи ва алейкум ассалам. Сому хавуйтиш нохчи 95 туаттен лячул. 95 в конце это номер в тюрьме, который дала нам Россия. И вы сами добровольно, это представьте, в нацистских тюрьмах евреям ставили знак. Мы видели эти, номер ставили.
Так вот, это люди, некоторые выводили это, некоторые оставляли на память, некоторые выводили это. Так вот, у меня возникает вопрос. Вы представьте себе, освобождают евреев из концлагерей, и они сами себе ставят эти печати. Можете себе представить? Вот когда вы 95 себе ставите на ник, вы сами себе ставите этот номер, который вам дали наши убийцы. Можете себе представить тут всю абсурдность ситуации? Невероятно. Асонохчеву дерух боквегаму. Кто тебя пустит? Вернется он на смерть. Давай сразу в Чечню вот так, что так обиделся. А вы поддерживаете Израиль, говорит Абу-Бакр? Я поддерживаю Чеченскую республику Ичкерия и постгеноцидный чеченский народ. Я не знаю, а что ты имеешь в виду? С большим уважением отношусь ко всем народам на этой земле. Считаю, что война сейчас развязанная в день рождения, для того, чтобы отвлечь внимание от Украины в день рождения Путина, ублюдками Хамас, убивших невинных женщин, детей. Я считаю, что Израиль, это вот эта ситуация, внутреннее дело Израиля, и Израиль сам разберется. Это именно те слова, которые сказал их палестинский представитель в отношении чеченцев, когда был геноцид чеченского народа. Ферштейн? А наша фамилия тоже русский, Ов и Ев. Да, совершенно верно. Совершенно верно. И мы должны избавляться от окончаний Ов и Ев. И мы избавимся, как и от русского языка. Цасимяин бош, говорят. И худи семяю, сун цахеза, худу тига. Дивора. Так. Что все с тобой понятно, ты еврей. Еврей, у вас на самом деле очень удобная позиция, я вам скажу. Любой человек, кто заступается за вас, еврей. Любой, кто зарабатывает много денег, еврей. Любой там умный, там, достигающий успехов, еврей. Даже когда чеченцы женятся на русской в Москве, если нужно договориться с родителями, говорят два варианта. Ну, чтобы уговорить родителей. Либо татарка, как мусульманка, либо богатая еврейка. Даже русская там, неважно кто. Главное это, вот вам подфартило. И я ваш еврей, получается, понимаете? Вы даже не знаете, как вам повезло со мной, Бацадизер. Кант Нэни Вашидина Бог слышала в сторону Берлина, по-моему. Я ничего не слышал. Я ничего не слышал. Ичкерия — это вся республика или какая-то часть? Конечно, это вся республика. Чеченская республика-Ичкерия. Соединенные Штаты Америки. Вот так. Как вы думаете, свободная Ичкерия будет светским государством или шариатским устоем? Дело в том, что свободная Чеченская республика Ичкерия является правовым, демократическим, независимым государством. И что вы имеете в виду под устоями или светским государством, не совсем понятно, но наше государство является правовым, демократическим государством. Это выбор чеченского народа. И вот и все. Все понятно, ты еврей, говорит, да. Я сейчас скажу, да, будут вырезать, говорит, да, он сказал, он еврей. Видите, он еврей. Orsimot bűcstákból. Az orsimot szabécs, vagy mosztrasan, vagy ulildo, hormadec.
Ой, двагдетлур децек, китё, дадозит диз, ой, халдозит диз, шедек дозит диз, ну ха диеш деге дадозит диз, что ой долждуй. Почему избавляются от русского языка? А зачем он нужен тебе? Баркал демократия. Почему надо избавляться от ов и ев? Ну, потому что это окончание добавлены как номер 95, который вот сейчас только что мы обсуждали. Ов и ев – это русские обозначения нашей фамилии. Моя фамилия, например, Арцуев. Но реально моя фамилия, если брать от имени предка, должна была называться Орти Аслан. Не Арти Аслан, а Орти Аслан. Но так как писали русские, записывали, они как записали, так и осталось. Ну, видимо, или в Казахстане это было, не знаю, где это было, когда они как записали. С тех пор так и осталось. А на самом деле меня зовут Орти Аслан. Так у нас произносят. На Западе произносят вперед имя, потом фамилию. У нас, у чеченцев, произносят вперед сперва имя отца, ну, твоего фамилию, твоих нахнаме, потом идет уже свое имя. Русский трофейный язык. Название Ичкерия не выбор чеченского народа. Но ты сейчас такую ерунду говоришь, не название, это чисто КГБшные вот нарративы. Знаете, очень многие чеченцы подхватывают КГБшные нарративы и начинают их распространять. Они где-то услышат, это не наше слово, это наше слово, это наше государство. И гибли под этим флагом и под этим словом наши чеченские парни и девушки. Поэтому это все именно то, что русским нужно, чтобы мы избавились. Избавились от нашей конституции, избавились от нашего президиума, забыли, что он у нас существует. Избавились от атрибутики государственной власти. Вот что хотят. И вот мы повторяем. Нарративы гнид. Совершенно верно. КГБшные нарративы. Так, друзья. Я не знаю, 6 убили в Ингушетии или нет. Показывали на видео 3 убитых человека. И там непонятно, это воевали они или нет. Валейкум ассалам, Арслан Касимов. Валейкум. Добрый вечер. Я бы попросил не игнорить мои сообщения. Это очень некультурно с вашей стороны. Хорошо, истинно, хорошо. Очень хорошо я отношусь к адыгам. Думаешь, ты нужен Европе? А что, я сказал, что я нужен Европе? По-моему, я этого не говорил. Так. Ну все, тролли все зашли, активизировались. У нас было больше 1000, больше 1300, по-моему, сейчас подписчиков, сейчас 930 нас смотрят. И, короче говоря, все ломанулись, вот эта вся троллятина пришла, и давай, почему американский флаг, ты там за Израиль. Магазна духшу. Дика душу кида караум дочь. Азбари, шу карак адят, скитишу, шу бара эшбу миллиард ждала 500 сак шу агайнула, шу хуммадат скара. Дейл кара душа дега китишу, бадек дейлцду. Шун цасак ту шу
ощущаю, лишаю, и бен буй, шейтан бен дать, шейт яц дейр, даршунюк адать, ишт бьёна душу. Дудаю бошук, ца шестерк, да, згаск, халгар хуях шок чуа. Уертин, те амад бошу, муся, уй, ца сонцин. И ой, шашайлар темнышку завоин, чугахшин, чечено говорящий, контролировать, бежь, ночь. Русских там, армян обучают чеченскому, и они тоже пишут. Собардиеш, да. Ичкери — это наше тюркское законное название, а вы лжец. А вот я тебя посылаю, тебя вслед за русским кораблем. Понимаешь? Вот тебя с турецким твоим названием, вслед за русским кораблем я тебя посылаю. Давайте, вы, турки, меня уже достали здесь, да? У вас никаких шансов нету на Ичкерию. Понятно вам? Вы никогда нам, турки, не помогали, и сейчас вы хотите просто, уничтожив нашу Ичкерию вместе с русскими, вы хотите туда прийти и свое тюркское вот это государство, свою империю строить. Не получится. Мы, чеченцы, не будем. Еле от русской империи отбились сложившимися обстоятельствами, с помощью там Божьей милости. И теперь нам не хватало сейчас, чтобы турки, которые всегда нас предавали, теперь они будут нас здесь еще учить, как нам жить. На моем канале ни один протурецкий человек не будет здесь. Понятно вам? Кто поддерживает турецкую линию, вот эту имперскую линию турецкую? К турецкому на вопрос, турецкому народу никаких вопросов нет. Кто поддерживает турецкую вот эту линию, НАТО это там, не НАТО, меня это вообще не интересует. Турция империя, такая же, как Россия, которая в десна целуется с Путиным, и до сих пор целовалась бы. Если бы ее Запад не трогал бы, она бы с ней вообще слилась бы в экстазе просто, этой фашистской Россией. Понимаете? Поэтому давайте мне тут заходить, турки, и мне здесь, я понимаю, что вы ведете к чему-то, а я вам прямо говорю нашу позицию. На Кавказе не будет никакой Турции, там будет Чеченская республика Ичкерия. И свободные люди там будут жить. Да там тюрки будут, там у вас, это у вас ваше дело, к вам мы не лезем, и вы к нам не лезьте. Ночь и так 60% тюрки говорят. Я знал, что этот разговор будет потом выводиться под это. Это и так будет нам рассказывать, что среди нас живут дагестанцы, которые говорят на тюркском языке, и что вот мы должны быть с Турцией, они нам будут ислам приводить, как нам молиться, нам объяснять и так далее, и так далее. Спасибо. Мы знаем, что такое турецкая империя, нам это не нужно. Спасибо. Спасибо за турецкому народу, это не имеет никакого отношения. Это имеет к империализму, как к русскому, так и к османскому, турецкому. Ни один человек, понимаете, ни один человек, представляющий Турцию, являющийся турецким агентом, турецким боевик, он темлу, он, я не знаю, политик, он, мне это не интересно. Я знаю, что Турция с Россией уничтожает нашу Ичкерию, уничтожала нашу Ичкерию. Да, под видом помогала она, под видом того, что помогала. Не помогала. Дока Умаров объявил Имарат Кавказ, именно потому, что это навредило чеченцам. И это навредило. Но я не думаю, что он это делал и сам. Ему подсказывали, кто там живут под видом чеченцев. Ладно, друзья. Ты американский агент. Валлахи, биллахи, я ничей не агент. Я агент, если и агент чеченского народа. И я не думаю, что Америка или Англия особо заинтересована в чеченцах. Все заинтересованы в своих интересах. Все заинтересованы в своих интересах. Единственная страна, которую я надеюсь, что она поможет, она справедлива, и она поймет нас, потому что главная психология одна свободных людей. Это американцы, Америка. Ну и Англия, да, как бы рассчитывалась, да. Ну, поможет, не поможет, ну ничего страшного. До сих пор справлялись и дальше справимся. Сейчас в 1000 раз легче, чем было 10 лет назад, чем было 15 лет назад. В 1000, если не в 10 тысяч раз. Поэтому все нормально. Все будет Ичкерия, Шех Дамадол, да. Просто вот это
российско-турецкая разведка, как здесь происходит? Вот здесь, в Европе, мы это можем наблюдать. Мы это можем наблюдать в Турции. Например, есть такой агент российских спецслужб Тумсо Абдурахманов. Этот человек приехал, там есть еще один, Халитов, по-моему, фамилия, живет в Турции. Эти люди начинают делать не то, что чеченцам выгодно, а делать то, что выгодно Турции. Кавказ-центр есть такой сайт. Это русскоязычное турецкое издание. Там много полезной для чеченцев информации, но для чеченского народа там пользы нет никакой. Полезно ее, чтобы можно взять, но преследуется интерес под видом помощи чеченцев, преследует интерес Турции. Ни НАТО, ни Америки, ни Израиля, Турции преследуется интерес. Понимаете? Потому что у турков, как у любых имперцев, главная цель их страна. Я их не виню. Просто к нам лезть они не будут. По крайней мере, на мой канал не будут. Я не политик, я не владею там чем-то как-то. Но на моем канале мы турецким империалистам мы не рады, как и русским империалистам. Вот это я должен сказать. В одном шале живут 200 семей с Юли Аварцы. Я не говорю о туркоязычных населении, наверное, да? Мегер Доруса, Мегер. Ладно, так, давайте. Демократ, дерес хуйлон. Хоса, уча, иштван бешцелах. Так, давайте. Ой, сколько у вас тут. Асна, как вы относитесь к тому, что на вас отправят киллера от Рамзана Кадырова? Дело в том, что, Леонид, Рамзан Кадыров – это пешка. Рамзан Кадыров – это ноль. За меня уже заплатили деньги. За меня уже выехали там. И не одна, наверное, группа действует, которая хочет меня ликвидировать. Но Рамзан Кадыров – это ноль. Ноль, понимаете? Абсолютный ноль. Минусовой ноль. Меня заказывает не Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров, конечно, исполнитель, он может, у него есть люди, он исполнитель. Меня заказывает ФСБ, террористическая банда ФСБ меня заказала, и их миньоны ГРУ. Рамзан Кадыров ничего из себя не представляет. Все его люди являются действующими сотрудниками российских спецслужб. ГРУ, ФСБ, там, Росгвардия, там, милиция, полиция там, и так далее, и так далее. Поэтому неправильно говорить, что меня заказывает Рамзан там, или так и далее. Нет, Рамзан не мой уровень, понимаете, не мой уровень. И они это знают. И несли меня сейчас иноагенты. Иноагенты это своих этих иноагентов, нас около 200 человек сейчас там, по-моему, получается, из иноагентов. Это такая метка на уничтожение. Это СМЕРШ шпионов. Помните такую организацию? СМЕРШ называлась. Вот этот СМЕРШ будет работать по нам, по иноагентам. То есть меня наградили медалью. Ну и заодно и метку поставили. Но есть среди вот этих наших людей, по моим подозрениям, ну, может быть, у меня информации же нету до конца, поэтому, может быть, я ошибаюсь. Работают они, не все там, они настоящие иноагенты. Так, да, конечно же, правду говорить на России всегда было опасно, и убивали людей намного более защищенных, более умных, более способных, чем я. Ну, не станет меня, но зато будет правда, Дион. Уважаешь чешский народ? Уважаю, Даня. Асна, как вы относитесь к тому? Так, это уже было. Друзья, комментариев много. Так, пожалуйста, извинитесь заранее.
Сам брат, один Мависан, ага. Ассаламу алейкум. У нас в Казахстане убили Ов с фамилией. Желаю и вам, чеченцев, взять независимость. А вы убрали, да, Акильбек? Убрали, ва алейкум ассалам. Убрали у себя в окончании. Да, нам тоже придется пройти процедуру. Так, друзья, я перемотаю. Так. Альхамдулиллах. Салам алейкум из Украины. Ва алейкум салам. Украина. Альхамдулиллах, бяхва биллаш. Извиняюсь. А кто такой? Яна Члена. Кто такая? Ты же кричал: Боже, храни Америку. Асад, я и сейчас скажу тебе: Боже, храни Америку. Господи, благослови Америку. Какие вопросы? Так, ну здесь я смотрю, опять. И причем повторяйте вопросы. В чем преимущество независимости Чечни? Спасибо. Преимущество Чечни заключается в том, что мы имеем гарантии то, что нас русские террористы снова и снова не будут убивать, устраивать нам геноцид. Раз. Развитие нашей культуры, нашего языка. И вообще, знаете, мне кажется, задавать вопрос, что лучше, независимость или зависимость, мне кажется, это вообще такой очень странный для нормального человека вопрос. Вам так не кажется? Салам от грузинов. Салам, грузины. Салам, Грузия. Здесь... Преимущество независимости Чечни. Так, какая разница между Чечней и Дагестаном? Ну, Россия и Ичкерия. Салам алейкум. Я наполовину чеченец, наполовину украинец. Алейкум ассалам, машволь. А как ты думаешь, почему в Украине до сих пор не приняли закон о люстрации, о полиграфии? Как бы болезненно это не было, но Эстония, Латвия, Литва, да и весь Варшавский договор через это прошел. Но не знаю, почему не приняли. Значит, агентуры очень много. Очень много агентуры. Вот сейчас в Украине собрались в зале, и там Закаев Ахмед, абсолютно самозванец, абсолютно человек, который не имеет никакого отношения к чеченской власти, награждает медалями.
у нас нету должности премьер-министр. У нас премьер-министр должность исполняет президент. Закаева никто не избирал, чтобы он был президентом. И он раздает вот эти сувенирки, медальки, под видом, что он представляет Ичкерию. Все сидят, слушают, сидит там Подоляк сидит, потом еще чеченские бойцы, кто воюет там якобы. Никогда эти люди о политике не говорили, ничего не делали, и раз и попали вот в эту ситуацию, где их награждают. Они все прекрасно меня смотрят, все прекрасно знают, о чем я говорю. И все равно, несмотря на это, эти люди ведут вот эту деятельность. Спрашивается, для чего это делается? Почему представители Украины, представители Великобритании позволяют вот этим вещам происходить? Я не знаю, с какой целью делается. Я знаю одно. Когда чеченскому народу нужна помощь, а мы сейчас именно находимся в этом состоянии, когда чеченскому народу нужна хотя бы информация, чтобы он просто, чеченцам не нужно чабана, чтобы, как России, чтобы им управлял кто-то. Чеченцам нужно знать объективную, честную правду, оценку, и он сделает лучше других. Свою жизнь вокруг себя, он все это обустроит. Дайте ему просто информацию честную, объективную, чтобы он мог с этим разобраться. И никаких вопросов. И я даю эту информацию. И что это мне стоит, я только знаю. Каких усилий. И несмотря на это, люди, которые говорят, что они за Ичкерию, за чеченцев, продолжают вокруг Закаева там собираться, что-то делать. Украина их там принимает. Подоляк сидит, враг чеченского народа, Подоляк, который вместе с Будановым, вместе с Геращенко, и кто у них там еще четвертый был, начинает и Арестович, который сейчас в правильном направлении перебрался место жительства. Эти люди фактически хотят чеченцев превратить в инструмент, использовать их. И там агентура работает. СМЕРШ нужен не в России, а, мне кажется, в другом месте. Рамиз Гараев мне пишет с турецким флагом: ты близко не мусульманин истины. Ну, во-первых, мне глубоко плевать, что думаешь ты, Рамиз, во-первых. Во-вторых, я по старой традиции понимаю, что вы, которым не нравятся имперцы, русские меня выводят из ислама. Теперь я что-то сказал против Турецкой империи, все, вы меня выводите тоже из ислама. Я вам всем говорю, кто меня выводит из ислама, все разом вместе за русским кораблем, да, и со своими империями. У нас на Кавказе империи не будет, понимаете? Мы там будем. Мир будет открыт и свободен, без всяких русских, османских империй, да. Хватит уже, да. Я слишком много молчал, терпел, я больше не буду молчать. Ни про кого не буду молчать. Все. Я свой путь выбрал не для того, чтобы уступать это где-то в правде или еще что-то. Есть несправедливость, есть ложь. Я буду ее говорить. Друзья, союзники, это как бы мы вот такие ищем друзей, союзников, а на самом деле нам говорят, да, давайте их использовать, они же нуждаются, им нужна помощь, давайте их добьем, выжмем из них все соки. Вот что нам говорят. Да? И та же самая Украина нам это говорит, демонстрирует сегодня. Та самая Украина, за которую чеченцы топят, поддерживают. Плюет Украина на чеченцев. А все, кто поддерживает вот этот спектакль, который там делают, они являются соучастниками. Умышленно они это делают, заблудшие они там, или еще по каким-то они своим личным, корыстным они причинам делают. Неважно. Неважно, в нашем деле неважно. Важно то, что мы боремся за то, чтобы чеченцев не бросили в Палестину, чтобы их не посылали в Сирию, чтобы их там не использовали в Украине. А всем плевать, все тут спортом занимаются, всех в Палестину зовут,
все там, нигде никто ничего не делает, потом резко появляется, и потом давайте все бросимся воевать в Украине, поедем в Чечню воевать, мы сейчас это поднимем. Не поднимете. А если вы поднимете, то вы станете врагами своего народа, потому что вас используют. И вы это понимаете. Ну, многие понимают. Шавигам цакит шхаламей. Цакиты, шаш политик юч ляцбовеш. Политик цаюч, политика нюхит црешет, он беш, а ты. Юч шаш бой политик, а политики ца нис яйцис, нис чарях, киет. Остальном, какая разница? За Кадырова раньше были, ну, первые перешли. Они были, получается, умнее, чем те, кто не перешел сразу за Кадырова, а теперь хотят за Закаева перейти, чтобы уже под видом как бы Закаевым прийти и занять какие-то позиции. То же самое Россия. Там Россия, тут Россия. Коллаборационизм в России идет полный рост. О чем мы говорим, Дем? Так. Так. Ты предатель Родины, говорит. Смотри. Бичера, комментарий. Предатель, да. И у него самого Ахмад Силас, Адлан Тамхаев, Ахмад Силас и российский флаг. И я, говорит, предатель. Убичу, а он айню яца, убич. Огаски лыю. Осу предатель олча, соуац предатель. Он суахшая декрезердо, он предатель цареш. Предатель щаш майерьол. Аса, юте Мухаммад Алец, Алец Ашидуаш, клавиатурный, геройша, терхили, ямухили. Ты, наверное, имеешь в виду, я по-русски, у нас стрим на русском, поэтому я по-русски тебе отвечу на твой вопрос. Ты имеешь в виду того, который видео там есть, где он говорит, что он там герб рисовал и так далее. Я узнавал, рисовал ли он герб, я не знаю, он сам художник, не знаю, непосредственно он один рисовал, но то, что он принимал участие, мне подтвердили, да, что он в этом принимал участие в создании нашего герба. Ну, с таким же успехом мы могли какое-нибудь там, я не знаю, любое дизайнерское агентство в мире заказать и сделать. Кадыров Ахмад был муфтием, этот рисовал обычный художник. Это вы видите, насколько помельчали предатели. Нету больших предателей, уже нету, да, и больших и не было, были такие среднячок, а сейчас, ну, кто-то где-то там находится, и это всего лишь пиар-акция. Ничего Ютаев, Мухаммад не решает в этой системе. Он шиец анцу. Китау мацадит. Закай нюхи больчара ей аншайце. Калла мархиц модельна ху орду ейнце. Оху Ютаев все ей ан. Хитца оган. Выступать лишь делал. Ну все, будем знать. Ахмад Арцуев бош. Могу со фамилией Хайец Хайк Амел бесполезно цахитон. Бесполезно сон хиеты цахиты царасон, но 1100 сакин хошау, что фашистский русняю, что хожошил русня. Цу иноагент признательный вихизе, что мусо тацергергал нахизбешта. Хомичервал хоху болтат дешу сокиет шват. Так, ну опять. Если бы не Россия, где бы был сейчас бедный чеченский народ? Если бы не Россия, где бы был сейчас бедный чеченский? Если бы не Россия, ну так, одно и то же повторяет. Витос, ну ты дебил, скажи просто, это вопрос, это не утверждение. Дело в том, что если бы не было фашистской Русни, чеченский народ сейчас минимум миллионов 20-30 состоял бы. Минимум. А может быть и все 40.
Юта Мухаммад зитаньол шиц хуек хайда харя итлур яц бо окусюк. Юта Мухаммад са хуц эйтан сун цаха бадек дич. Юта Мухаммад са гербина шабош художник хил. Ихасун но це хайни це хуцейни из истории но кастир дуэшим хинс вайшим дич. Эрен дор шадега но сун цаумам ха гасқшан نوخشي جيربيلا نوسا غاسق شنتي وان غاسق شتاني وشابوش قميل درا شي استوري تو ميلج اول اي كريمال حقيقا كريمال رزروشيتين توت بيرق تغان اللي حق بودونوسكي بساوي توان اللي حق تو تيك دعوان ديني все ноль обнулилось все تا подвиги تا заслугаят сондел بلتاج مديلش سون شي بيغل ياتش يشول بيغل اتس انيا مغيرتلش شاي بيغل شاشيني تخدق بيغ عليه شاي دعليل شو كتو شو نسقيش دو ما دات شو ناغل ما دولي شو ناغل دوغش دو غاسقش شو ناغل دوغش دو пропаганды غاسقش يش اواس расход пускает вас светит شو засветить до قال مرد عكيرچن شولت يا وإيش دا تري سوني عادنا تسانان سونك شري سو تسوغش تسوولري بوش ادويتر ما دويش مسارة из хуш ما دويوين سندل اتايش ديلا شاش ديشتك شاي اخچا دوغ شاي داغيش и все يتا محمد يجاشي واغ آل شاديشتك دين ولا يوزي تسو ودين سبادش يجير بيلر قيسون تسو ين بود ويكش تخيزة يتا يويتش سوبر ديلش يتا محمد دايت شقاش دولا إشكالت يوهتن توان بين خلول ماليش بوش يقول إتا ويت أس سوبر ديل أس إتسا ويتس أسا إتسوبر ديلش من جار سي سورت короче داعت خسوي جايس يتسرسو هيتسوغان واي جربيلنك ملور يتا أس جرب يوتي مخايشن جرب ما هي يو أس قينا قويت أس إتسا ويتس أس هي متشاورا سون يتا أس دينك دي داعت بوش ويقوات يتا تسوز إيك أنتم داخلغان إز وات وجه دال ديق الوالي إتسا ويتس أس إنس قاعد يقول خادا دين درجر دوني سونوا يتاي واش قال شي تصوانا قويت موات سونر من شو ورا ладно Ассаламу алейкум. Черно-красно-желтый цвет. Хейн флаги. Немецкие. Так. Еврей Изид, Бог притворяется чеченцем. Изиду Эйласа. Нормальная тема. الله рейс хижуаптар. Масяна хилиман. Масяна. Здесь модеров нет. Табаганой, я был модер. Как можно говорить о фашистской русне, сидя с флагом? Да, конечно, можно. Правда, она такая, да, ее можно в любом месте говорить. Салам алейкум. Первый раз зашел к вам на стрел. Я не понял пока суть вашего направления, в какую сторону. Отделиться от России и создать независимую Ичкерию. Алейкум салам. Конечно, Никита Капустин. Ты этот, который из вот этого? Никита Капустин. Рекс, или как его зовут, из Легион Свободы России, или как он их там называется, РДК, Русский добровольческий корпус. Так, основном вы хотите выйти из состава России и войти в состав Америки? Нет, конечно, зачем нам входить в состав Америки? Привет с Германии, из Гамбурга. Привет, Вовчик, привет.
Aslan Руслан Хучбаров лаца шидуаш. Ица Саня эла, оказывается, кинакил озвучивает. Сун Руслан Хучбаров цавойз. Сун цаха из Милу, сун дакцева Хучбаров фамилия есть, сун знакомая, известно, ну, распространенная фамилия есть. Туан беша халлазам нахилца Хучбаров хинц тамя Хучбаров арбар сун хинц ауичак ца асива ица ухуналес дал дек алвал адам асканталет сане дос азуичак гербег воршун гербег خشويا ملورسويك ديتنك خاخ سوخارت غليرون هاديس غليرون azуичак иуатсерон تو دينك استديناون اتوان بنولك انت دينك Так, сколько? Мы еще часа, мы сколько уже? Час почти. А да, мы 1,5 часа почти в эфире. Нет, 1:15. Аслан Хучбаров, Бисланяшко захватить Ешхиль, полковник, вар, Шамиль Баса, Улляхиллак, вар. Дал дек алвайлкис, сун, цахатсуна, скидагви асуне Хучбаров. Ица авац муатсуниш, масит ваш варя, одна фамилия варя бармуатсу. Алла хези исуне фамилия. نوخ وري غلغا وري خوش بارو عليش سوي خلداتا Так, Аслан Руслан, так, истина одна, Аслан, ты смуту зачем наводишь? Бруклин мне говорит. Почему какую смуту навожу? Где я смуту навожу? Тебя правда смущает, а, Бруклин? Боишься правды? Не бойтесь правды. Да, она, конечно, не такая приятная, как сладкая ложь, но она того стоит, это правда. Ассаламу алейкум, будущей республики Ичкерия из грузинского города Гардабани. Валейкум салам, Амаджоба Генацуале. Так, просил, я вынужден тебя забанить. Если никто не освободит Чечню, если не мы сами. Совершенно верно. Совершенно верно. Так. Кадыров бес. Не то слово. Так, ну что здесь? Что-то. Так, здесь эти. Ну и как это выбирать? Что так? Ничего хорошего не так. Чеченцам независимости, салам с Казахстана. Алга, Казахстан, Акельбек. Ва алейкум ассалам. Как ты относишься к Навальному? Я к Навальному отношусь так же, как Навальный относился к убийству и геноциду моего народа. Именно так я отношусь. И к нему, и ко всем.
Вот смотрите, Free Palestine за наших пишет. Российский флаг и палестинский флаг. И одновременно с этими заходят люди номер 95, большие мусульмане, там, и тоже за Палестину топят. Вам, вот этим мусульманам, которые с русскими заодно топят, за этих террористов Хамас, причем я против того, что бомбили простых, неразборчиво бомбили. И за это критиковать Цахал, Израиль можно. Я это буду делать. И единственная страна, которую я знаю, которая не проиграла войну, а добровольно находится в Гааге и отвечает на вопросы суда и следствия, только Израиль, как мы знаем. Ни Китай, ни Россия за геноциды никуда не попадала. И почему-то русские нам рассказывают про Палестину, там эти. И вот этим мусульманам я хотел бы сказать, у вас не возникает дискомфорта, что вы с русскими имперцами, которые на день рождения Путину совершили акт геноцида 7 октября в Израиле, вам дискомфорта не ощущаете, что вы в одной лодке с русскими империалистами находитесь, из КГБ, из ГРУ в одной лодке находитесь? Не возникает немножко таких сомнений, там, каких-нибудь неприятных осадков не бывает у вас в душе? Так. 1594 нас смотрят, да? 1594. Сегодня, я смотрю, вы удари все. Комментариями вы просто завалили меня. Я не мусульманин, я не поддерживаю Хамас. Я за то, чтобы Цахал перестал воевать, уничтожать мирных Россию. Никогда не геноцида. Идиот, учи историю. Эдит фильм. Дело в том, что у вас очень избирательный Эдит фильм. Вы не мусульманин, вы не поддерживаете Хамас. Там обычно кадыровцы, когда заходят, ну, подхолопные чеченоговорящие заходят, они говорят, ой, мы не уважаем Кадырова, мы не за Россию, и потом начинают свои нарративы. Вот приблизительно то же самое ты говоришь. А где ты был, когда вот уничтожались, короче, чеченские народы, где ты был? Вот скажи мне, на Кавказе, когда уничтожались. Вот где ты был? Ты тогда поддерживал, и сейчас ты Россию поддерживаешь. Ну, твоя Россия, например, ты же Палестину и российский флаг рядом поставил. Твоя Россия убивает в Украине людей. В Чечне она геноцид сделала. Вот как ты к этому относишься? Это нормально для тебя, да? Ты лицемер, ты лжешь, да, ты не мусульманин, и ты не поддерживаешь Хамас и мусульман. Тебе плевать на Хамас, тебе плевать на мусульман, тебе плевать на детей в Палестине, понимаешь? Тебе плевать глубоко. Тебе важно, чтобы война в Украине, фокус внимания мирового сообщества переключился с Украины куда угодно. Израиль это будет, там, я не знаю, куда угодно, в Ичкерию, там, куда угодно. Главное, чтобы вы вырвались из капкана, в который вас поймали. А поймали вас за этот пятачок очень мощно. Поэтому вы пытаетесь вырваться. И сами того не понимая, помните, когда с Эрдоганом там у Путина были какие-то рамсы, Путин сказал, Бог лишает, в Коране сказано, Аллах лишает разума человека, если он хочет его наказать. Так вот, я абсолютно стопроцентно наблюдаю, что вас, вашу империю, Путина, Патрушева, Бог лишил разума. Вас наказывает Бог. И мы это все увидим в прямом эфире. Тот, кто доживет, 100% увидит это. И я планирую тоже это увидеть. Но я всего лишь планирую. Поэтому все нормально, не волновайтесь, не волновайтесь. Всему свое время, всему свое время. Они все лишены разума. Аллах всех наказал. Да? Ты позор твоей нации, говорит Хайрулла Раджапов. Это, наверное, дагестанский джигит, наверное, мне говорит. Да. Моя нация мной гордится. Ты подхолопник. Моя нация мной гордится. Ты не представляешь, как меня любят. Просто вы всего не знаете. Да. Так, как относишься к Рамзану Кадырову? Ну,
Посмотри сзади на мои флаги и подумай. У нас есть план в будущем заставить Россию платить репарации? Кто-нибудь об этом говорит? Ну, например, я говорю, если этого недостаточно, да, кричу днем и ночью об этом. Суд над террористами. Суд мой вайн язык. Вайн хашун вайн хубох. Вайн хашун вайн худиз. Вайн киет диез дыня нюкар. Жукчан дельдол киет дуй первый дыня нюкар. Туам дабель шхайна. Цанди абинаг хахцу ницу ярел. Шкиет диез вайн. Вежери, ежери. Дуй из цана وين إخائي وين يهون ديزا شادك خير دشون وين سود ييز وين داي أن بولناغان تاع يسود وين سود تسيا تسابحاندو يسود يش يبوخش بولناخ بوي استياتس أولتسناخ правовой от системе, судебной системе, истец ол, истец Бога, баклющего, баоегу, и баоегу визек, ца тёшу, ца. نعم كأزغونو ديوتشوك تأشور ويدين قومانية دي что есть آخر وي свобода независимость шадега репарация шадолу махирду суд юаишик номер один расшанта и суд цеет реш до закаев слилештег суд цеет реш лиш мукуз амел лиш беш бац потому что раски заинтересованы чтобы этого суда не было им вот разные там все кто с первой русско-чеченской войны со второй русско-чеченской войны они хотят, и единственный способ им избежать, чтобы не было от истца. Требовать лешвегуй и цахелит, и цазадачук. Ше долум дуай, киет дуай, бух буай, уабиллан инан бог, мах буай, дюнянгин, фото, видео, шейл доказательства, ше долум дуай. Уай государство, ауатеш, уай санчо мощный, юрищи, уай санчо нахи, хилля бачун. Шадега идеально душой, подчал с государством. Его однохчуматты вейласа. Цундейла, ну вот, короче говоря, вот такие вот дела. Поэтому хотят, чтобы не было ответчика, истца не было. А мы есть. Мы есть. И мы будем, они будут все, что угодно вам рассказать. Почему вы думаете сейчас чеченское общество, я на моих глазах все это происходило, я в этом варюсь во всем. Чеченское общество здесь в Европе, я его, всех видел, кто здесь на виду. Это не потому, что они там очень способные были, еще что-то, потому что все остальные способные, умные, сильные, все убитые, замолчали, запугали, заложники, там, третье, десятое. И этого не было. А сейчас вы видите, активизировались все. Что-то изменилось? Вот то, кто живет в Чечне, скажите мне, что-то изменилось? Вы можете смело что-то говорить? В Чечне что-то, ситуация по отношению к чеченцам изменилась? Нет. Нет. Но все активизировались. Настоящие, кому реально, кто реально против фашистской России, его родственникам реально дома угроза. Понимаете? А многих, которые вы видите здесь, просто создают такие симулякры. Им ничего не угрожает. Никаких проблем у них никакого нет. Понимаете? И ситуация меняется. Понимаете? Ситуация в корне меняется. Да, алмула. Так, меня тут сбивают эти комментарии. Читаю и отвлекаюсь. Так. Мне просто интересно, что вы сделали для Чечни? Скажи мне, пожалуйста, что вы сделали, там мечети построили или школы, что сделали полезное? Без Рамзана Ахматовича нет Чечни, говорит. И иди тоже за русским кораблем, хорошо, а? Хорошо? Ассаламу алейкум. Ты сам счастлив? Да, я счастлив. Так, друзья, перемотаю. Моин. Так, закрыли. Нормально тут я смотрю, вас. Активизировались?
Так, друзья, сколько мы в эфире? Почти 1,5 часа. Аллах не помогает фашистам. Аллах на стороне справедливости. Слава Украине. Израиль, сила и свободу Ичкерии. Все будет Ичкерия, бизнесмен. Героям слава. Да, Алмула, да, Алмула. Все будет Ичкерия. Прослушана киберразведка в фашистской РФ. Я вам показал средний палец. Просто нас смотрят женщины и дети. Хамас террористы, а ты как думаешь? Abusov bujavát. Uders abusov, eu kameldo asvig destek, Amir. So arbos tuacerer so busov dinchur erwach schwarz a grupp naboi шо бюхум so уацерер so busov dinchur erwach шо. У вас интересное вообще восприятие. Друзья, мы 1,5 часа в эфире, друзья, я заканчиваю свой стрим. Ну, алейкум ассалам. Всех, друзья, приветствую. Друзья, я думаю, завтра я все-таки соберусь и проведу на чеченском языке стрим, потому что уже давно на чеченском я не проводил. Да, постараюсь, следите за новостями. А так все как обычно, Дион. Завтра у нас у нас платформа открытого диалога. Послезавтра будет стрим начать, сегодня же понедельник. Завтра вторник, платформа открытого диалога на русском языке. Давайте обсуждать насущные проблемы, друзья. А так, ну, как обычно. Шадик Ичкерия, все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи, благослови Америку и Германию. Аллаху Акбар. Всего хорошего. До свидания, друзья. До свидания.